Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Загадай человека и узнай, как он на самом деле к тебе относится, что о тебе думает и что к тебе чувствует. Загадывайте, пожалуйста. Представьте этого человека, назовите по имени, если знаете. И мысленно, либо вслух, обратившись к этому человеку, задайте интересующие вас вопросы. И давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересненько. А человек от вас закрывается, и я бы даже сказала, как-то вас побаивается. Либо боится, что вы узнаете его истинные чувства, его истинные мысли и его намерения. Смотрите, сердечко, видите, вот тут крошечное сердечко прорисовали, светлое сердечко. То есть чувство настоящее. Но человек закрылся и говорит: я в домике, не желает, чтобы вы знали. Чего-то боится, либо чему-то не верит. Может быть, даже какие-то сомнения одолевают. Смотрите, человек видит вас как будто бы на пьедестале, как будто бы вы гораздо выше, чем он, важнее, главнее, круче. То есть человек считает себя либо недостойным вас, либо вас действительно различают какие-то социальные статусы, положения. Может, вы дама не свободная, а он как раз-таки свободный. И он думает: вот куда я пойду, да, у нее уже муж есть. Либо у нее 100% есть парень, она такая красивая, она не может быть одна. Такие мысли. Плюс вы еще очень активная, занятая дама. Постоянно в каких-то делах, постоянно в каких-то заботах. Да, думает, что нет времени на него, либо не будет времени. Либо ему нет места в вашей такой активной жизни. Человек за вами постоянно наблюдает. Человек вас изучает, рассматривает, присматривается, наводит о вас справки. Так тоже отыграется. Знаете, как будто бы не хватает информации о вас, о том, на что вы настроены, чего по жизни хотите. Да, вот хотелось бы узнать и потом принимать решение. Либо, исходя из полученной информации, выработать план, как же к вам подойти, подкрасться. Ему действительно хочется к вам подкрасться. Вот видите, как теленком здесь показан, маленьким теленком. Маленький теленок. Добрый бычок. Ладно, давайте еще на картах посмотрим, на оракулах, что оракулы скажут про этого человека и про его такую странную позицию, да? Закрылся от вас, спрятался, а вы ведь чувствуете. Вы зачем загадали этого человека? Что чувствуете? Чувствуете, что он неравнодушен к вам, тянет и его, и вас. То есть это все ощущается прям как электричество в воздухе. Видите, закрыт, кораблику нет хода. Тучи, сомнения. Вот, видите, следит за вами, изучает, ждет какого-то правильного времени, либо какого-то момента. Ага. Так, как он к вам относится? Да, по клеверу это большая удача. То есть человек считает, что ему очень повезло встретить вас, познакомиться с вами, влюбиться в вас, в конце концов. Но человек закрылся, человек бездействует, либо наоборот, знаете, как создает эту атмосферу, что типа: да мне некогда, да я занят, да меня ничего не интересует, я там весь в делах, в запаре, да, оставьте меня в покое. Туман, все неясно, все непонятно, узнает о вас информацию, выжидает правильное время, знаете, для такого рывка
Не хватает, знаете, как будто бы не хватает мудрости, не хватает. Может быть, мало опыта в общении с женщинами. Может быть, наоборот, был опыт общения не с женщинами, а с ядовитыми змеями. Да, у каждого ведь по-своему отыграется. Но мужчина очень серьезно вас рассматривает. Этот мужчина, он сугубо семейный, либо ищет женщину, с которой бы он смог свить гнездо, да, быть вот таким аистом, защитником, добытчиком, а вы бы прекрасная дама, сидели бы дома, занимались домом, уютом, детьми, ну, как полагается. В принципе, хороший мужчина, только вот это непонятно, да, вот эти 3 карты, они меня очень смущают, я не могу понять, почему он так закрылся. Почему он так закрылся? Ну, хорошо, вы яркая, вы деловая, вы активная, но зачем же ты закрываешься? Скажи нам, мужчина, зачем ты закрылся? Зачем ты делаешь вид, что тебе ничего не интересно, и ты в работе, что ты занят? Как напускное, понимаете? Коса. Рыба, крест, якорь. Ну, если дословно считать, ну, как недостаточно средств на создание семьи, на отношения. Может быть, он во временных каких-то финансовых проблемах. Ну да, девочки, он ждет какого-то улучшения своего. Не в вас проблема, в нем проблема. Может быть, у него банально сейчас нет средств на то, чтобы вас там в ресторан позвать. Да, куда он вас позовет? В Макдональдс, что ли, либо в какую-то кофейню? Ему хочется красивой женщине дать люксовые условия, знаете, как выгулять вас в какое-то шикарное место. И вот он говорит, мне не хватает, мне реально вот рыбок не хватает, денег не хватает. И я такой бедный, но я все поменяю, да, я добьюсь своей стабильности не сейчас, чуть попозже, то есть, скорее всего, либо с новолунием, либо в следующем месяце, да, вот я встану на крыло, у меня будет денежка по 7 бубен, и вот тогда я к ней приду как друг, с открытым сердцем, с добрым взглядом и приглашу, как-то себя проявлю. То есть мужчина все-таки в себе больше сомневается, не в вас, в себе. Знаете, еще как может отыграться? Может быть, впервые мужчина встретил такую шикарную женщину, как вы, и растерялся. Вот мне почему-то идет, что он малоопытный, неопытный, малоопытный именно в отношениях. Может, до вас у него всего лишь там одна женщина была. Может, вообще, в принципе, женщин не было. Может, он там, не знаю, до определенного возраста с мамой жил. Да, и так может отыграться. Он неплохой, девочки. Немножко как замкнутый, и немножечко какие-то комплексы непроработанные у него есть. Это да. Похож, знаете, на что? На луковицу. На луковицу, да, много шкарлупок на нем, ненужных. Ну, я думаю, вы его почистите. Я вижу, что вы тоже к нему расположены, вы тоже им интересуетесь. Ну, вот прям нравится, тянет. С одной стороны, в принципе, мужчина как мужчина, с другой стороны, есть в нем что-то такое особенное, вот именно для вас. Так, девочки, что вы еще должны знать? Во-первых, вы должны знать, что у этого человека чувства лишь только зарождаются. То есть я не могу сказать, что прям любит, души вас не чает. Они только лишь зарождаются. То есть это влюбленность, это интерес, это мысли о вас, это вот, знаете, покраснеть, вспотеть в вашем присутствии, начать заикаться, дрожь в коленках, да, когда он вас видит. Вот такое состояние влюбленности. Этот человек способен на большое чувство, и он мечтает об этом большом чувстве. И именно, знаете, как вас он выбрал, как объект своего большого будущего чувства. Мужчина сейчас звезд с неба не ловит, хотя он очень такой, знаете, упорный в плане достижения своих целей. То есть он ставит перед собой цель, и он к ней идет. Неудачи его не пугают, наоборот, они его закаляют. Есть в нем такой какой-то азарт, но в хорошем смысле слова. То есть есть люди, которые получили неудачу, разочаровались, там плюнули, отвернулись и ушли в другую сторону. А этот нет, скажет, ага, значит, неудача, окей, вызов принят, я попробую с другой стороны подойти, я попробую так, этот вариант, 5-й вариант, 10-й вариант. То есть такой вот он человечек. Да, он не быстрый по жизни, но в то же время он и не лузер. Понимаете, он не лузер. Девочки, я вот, смотрите, вижу ваше будущее.
Вижу ваше будущее. И вижу, что он кого-то будет просить, чтобы человек, не знаю, то ли как-то посодействовал вашей встрече, общению, знакомству, либо как подстраховал. Может быть, он кого-то попросит, чтобы его прорекламировали перед вами, да, там, заранее, да, чтобы он подошел, уже все готово было. Может быть, он кого-то действительно попросит, чтобы подвели, познакомили. Здесь что угодно может отыграться. Но здесь будет какой-то третий человек, который вас двоих и сведет, либо свяжет. Это будет. Когда это будет? Ну, вы все разные. У каждого отыграется по-своему. То есть у кого-то еще в конце этого месяца, а у кого-то в следующем месяце. Мужчина не действует быстро, потому что не хочет рисковать. Он не хочет допустить ошибки. Вы для него слишком ценны, слишком важны, слишком интересны, чтобы допускать ошибки. Плюс, девочки, какая-то у вас женщина, подруга есть, которая о вас рассказывает такие вещи, которые не являются действительностью. Я не могу сказать, что она плохое говорит. Скорее, она как что-то приплюсовывает. Ну, например, что вы там супер гордая, либо что вы там, не знаю, мужа-ненавистница, что вы амазонка. Да? Вот такие вещи рассказывает. И об этих вещах говорят многие. То есть это у всех как на слуху, понимаете? Вот если любого человека, который вас знает, вот спросить про вас, все скажут, что к вам лучше не подходить. А то больно будет, да, неприятно будет. Пошлете любого на небо за звездочкой. Это тоже как бы, ну, часть вашей репутации, но, извините, как бы вы не такая, вы нормальный, адекватный человек, вы добрая, вы открытая, вы приветливая. Зачем ваша подруга это делает, я не знаю. Поговорите со своей подругой. Мягко поговорите. Поговорите, что вот не надо про меня говорить то, чего нет. Либо я бы хотела, чтобы люди меня узнавали лично. Если тебя спросят про меня, скажи, что ничего не знаешь. Да? Такого плана. Потому что ее слова, они очень многих мужчин от вас отвадили. Либо стали помехой для того, чтобы мужчины к вам подходили и с вами знакомились. Так, что вы еще должны знать? Ну, помимо его заинтересованности, помимо того, что человек он неплохой, он, кстати, знаете, что мечтает о семье, о большой семье. Он мечтает либо как создать большую семью, либо так, чтобы несколько поколений вот как-то рядышком жили, друг друга поддерживали. То есть у него такие мысли, дом ему хочется, дом, знаете, такой двухэтажный большой дом, чтобы все могли как-то компактно разместиться и никому не мешали, да, друг другу бы не мешали, и в то же время друг другу помогали. То есть у него даже какая-то мечта, вот, чтобы большая семья там собиралась, чаевничала, ужинала, завтракала. Такие мысли у него. Из недостатков. Ну, то, что он не действует быстро, это как недостаток, в принципе, да, хотя, может быть, и нормально. Еще из недостатков: у человека мало амбиций. Знаете, есть такие амбициозные люди, которые вот там ставят какие-то невероятные цели. Этот ставит цели, ну, приемлемые, такие, знаете, среднестатистические. В принципе, при хорошем стимуле, девочки, я думаю, что с этим можно побороться и все поправить. Плюс у этого мужчины какая-то сверхдоверчивость чувствуется. Знаете, доверчив как ребенок, особенно в отношении со своими друзьями. Здесь 100% он является жертвой абьюза. То есть кто-то из его друзей им пользуется, да, просто пользуется на том основании, что типа мы же друзья, да, мы же друзья, как ты можешь мне отказать? Там, мне деньги нужны, мне то надо, мне это надо. Ты же мой друг, да, значит, давай мне. Это тоже такой, знаете, узкий момент. По поводу вредных привычек, ну, знаете, в норме. То есть человек может либо вообще не пить, либо выпивать там по праздникам, либо там пиво, может быть, с друзьями выпьет. По поводу других вредных привычек, ну, у кого-то курит, ну, что скрывать, у кого-то курит, у кого-то и не курит. В принципе, это не то, что может прям стать чем-то непреодолимым. Это ж не какие-нибудь там запрещенные вещества. Но, в принципе, нормальный мужик, нормальный, со своими плюсами и минусами. Здоровье у него хорошее, генетика у него хорошая. Это для тех, кто рожать собирается. Так, что еще вы должны знать? Про вас хочу еще сказать. Вот про вас. Смотрите, девочки, у вас тоже ведь пунктик есть. Вы чересчур какая-то замкнутая, либо скромная.
Знаете, есть такие девчонки, которые вот, они открытые, они там со всеми могут разнакомиться, пообщаться. То есть девушка, женщина не боится подойти к мужчине, задать ему вопрос, либо просто познакомиться. Вот почему-то у вас этого нет. Этого нет. Или у вас этого нет, когда вам мужчина нравится. Так тоже может отыграться. Вот если бы вы немножко себя в этом проработали, были более открытой и менее боялись, было бы тоже лучше. Это, кстати, лучше было бы не только для личной жизни, но и для каких-то ваших рабочих вопросов. Вы боитесь о себе говорить хорошее. Вы всегда себя стараетесь, я не знаю, сравнять с общей массой, либо даже принизить в каких-то вопросах. Может быть, вас тоже так воспитали, что нельзя хвастаться, нельзя задаваться. Но в наше время это не очень хороший навык, и это плохая привычка. Наоборот, надо уметь себя показать, надо уметь, как говорится, товар лицом показать. И, девочки, особенно в рабочих вопросах, это надо прорабатывать. Это надо прорабатывать. Так, и еще какой-то бывший ваш вышел. Хоть вы его не загадывали, но все равно какой-то мужчина бывший вышел. Здесь от этого бывшего мужчины, либо об этом бывшем мужчине, что-то вы совсем скоро узнаете. Узнаете, и это будет для вас как лекарство. Информация, которая лечит. Может быть, вы себя в чем-то вините, что отношения не случились, не срослись по вашей вине, а на самом деле это все было наоборот. Там какая-то третья личность вмешалась и вас развела. А вы до сих пор себя вините. И до сих пор, возможно, думаете, что «О Боже, зачем мы расстались? Нам ведь неплохо было, да, неплохо». На самом деле вы узнаете информацию, которая вас вылечит. Во-первых, вы перестанете так думать. Вы поймете, что если бы вы не расстались, было бы очень плохо и вам, и ему. И второй момент, вы перестанете себя винить. Себя винить и себя как-то накручивать, бичевать. Перестанете. Тоже очень важный момент. По поводу этого мужчины не переживайте, он никуда не денется. Чувства настоящие, открытые, светлые, добрые. Просто дайте ему время, чтобы эти чувства, как говорится, созрели. Созрели, он обязательно подойдет. Но кого-то будет просить. Здесь будет посредник, в любом случае будет посредник. Сам не решится. Уж слишком вы для него ослепительно прекрасные. Он из себя и слова не сможет выдавить. И, кстати, девочки, тоже совет такой, когда вы уже начнете общаться, не реагируйте остро, если мужчина заикается, если не может сформулировать свои мысли, если он не может с вами общаться свободно. Где-то после 3-4 свидания все это уйдет. Все уйдет, все пройдет, и он расслабится, поймет, что вы земная. Да, вы прекрасны, но вы земная. Да, вы его должны к себе расположить. Да, что я не кусаюсь, да, я из плоти и крови. Да, я нуждаюсь в любви, я нуждаюсь в заботе, в нежности нуждаюсь. Старайтесь с первых встреч, с первого свидания ему об этом говорить. Намекать, говорить, как получится. И тогда дело пойдет быстрее. Просто в вашем присутствии он все время какую-то скованность ощущает. Знаете, думает, ой, сейчас что-нибудь скажу, не то, и все, и больше ее не увижу. Делайте скидочку, что у мужчины раньше не было таких чувств, и не было такого настроя. И не было такой прекрасной женщины, как вы. Так, мои хорошие, бояться, переживать вам нечего. Есть время над собой поработать. И мужчине тоже давайте шанс, если прям уж так сильно нравится. Мужчина неплохой, очень даже неплохой. И можно даже, это лучший мужчина за последние несколько лет, кто стучался в вашу жизнь. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.